Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев с рабочим визитом посетил город Канаш. Первым местом назначения стало общество с ограниченной ответственностью «Аурат СВ». Здесь он ознакомился с производством минеральных солей. Совещание по итогам социально-экономического развития города в ушедшем году прошло во Дворце культуры. Аурат СВ уже более месяца производит продукцию и отгружает ее в регионы России. За 5 лет построены корпусы, поставлено дорогостоящее оборудование, налажено производство минеральных солей, коагулянтов, гелеобразующих композиций, соединений драгоценных металлов. Экскурсию по заводу провел генеральный директор общества «Аурат» Степан Гетманцев. Производство, конечно, еще не вышло на полную мощность, но мы надеемся, что в ближайшие полгода, максимум год, оно будет уже стабильно работать на полную мощность, приносить доходы и нам, ну и отчисления в бюджет, естественно, республики и Российской Федерации. Михаил Игнатьев прошел по цехам завода, положительно отозвался по поводу организации деятельности, рабочих мест, самой продукции. Этот завод, он очень значим для города. Почему? Потому что в городе всегда люди где работали? На вагоноремонтном предприятии, соответственно, на агрегатном заводе. Вот два основных производства было. Понятно, все меняется в рыночной экономике, все совершенствуется, все модернизируется. На рынке то, что не пользуется спросом, производство останавливается. И вот новое инновационное производство, которое открыли на территории города, это важно, потому что работают молодые люди. Сейчас я вот молодых людей спросил, один закончил Оренбургский аграрный университет, переквалифицировался, уже стал химиком, потому что все то, что здесь происходит, это практически связано с химическими соединениями, расщеплением разных продуктов. И самое главное, хочу сказать, это как раз товары, которые продаются на экспорт. Вот президент России Владимир Владимирович Путин ставит четкие задачи перед региональными властями, перед бизнес-сообществом, не сырьевой экспорт. И этот продукт сегодня востребован на потребительском рынке, хорошо продается на экспорт. Вот это важно. Вот сейчас, если спросим все предпринимательское сообщество города Канаша, тоже продает новый продукт на экспорт, мы не услышим ответа. А здесь, пожалуйста, все воочию работает. Вложили огромные средства. Еще сейчас второй этап, третий этап. Ну, почти 1 миллиард рублей вложенных инвестиций со стороны предпринимателя. Вот это дорого стоит. Он патриот России, любит нашу любимую Россию и деньги в офшорную зону не выводит. Все налоги отчисляют, люди работают, получают хорошую достойную зарплату. Встреча с городским активом и жителями продолжилась во Дворце культуры. Здесь организована выставка изделий, производимых предприятиями и тружениками города. Приветствуя канашцев, глава республики отметил, что город прошел серьезный экзамен на федеральном уровне, что повлечет за собой развитие муниципалитета. Все те проекты, которые представили сами предприниматели, прежде всего, конечно, они берут риски на себя. Эти проекты на миллиарды рублей, где будут создаваться высокотехнологичные рабочие места. Ну а для них мы, конечно, должны сделать инфраструктуру, благоустройство территории. И город должен вообще через несколько лет выглядеть по-другому. Вы любите свой город, насколько я знаю. Хотя кто-то не любит в то же время этот свой родной город. Вот мы должны сделать все для того, чтобы сердца у каждого, кто живет в Канаше, сожглись. Вы по-другому посмотрели на свои дворы, посмотрели по-другому свои подъезды, посмотреть на себя еще раз, все ли мы правильно делаем. Вот созидательная такая добрая сила будет нас стимулировать только на добрые дела. И, по крайней мере, мы со своей стороны, со стороны правительства республики, все сделаем для того, чтобы вам оказать содействие, чтобы эти вопросы быстрее разрешались. Владислав Сафронов представил доклад об итогах социально-экономического развития города Канаша в 2016 году. За год с небольшим работы я убедился, что город непростой, но интересный. И перед ним сегодня, благодаря стараниям руководства республики и города, открываются большие перспективы, возможности для развития. Я говорю про программу развития моногорода.
Консолидированный бюджет города Канаш за 2016 год исполнен с дефицитом в сумме 45,9 миллиона рублей. По доходам 650 миллионов рублей, по расходам 696. Собственные доходы, налоговые и неналоговые доходы 228 миллионов рублей. Или 35,2% от общего объема доходов, что составило 94,2% к уровню 2015 года, или 17,7 миллиона рублей меньше. По собственным доходам на душу населения среди городов мы занимаем второе место. 2017 год объявлен годом экологии в России и отца и матери в Чувашии. Для того, чтобы Канаш был чистым, необходимы новые очистные сооружения. Работа уже началась, но есть и проблемы. Снова возник вопрос по муниципальному предприятию «Чистый город». Но в сложившейся ситуации не проявляют активность в первую очередь жители, заявил глава администрации. Все дома должны выбрать для себя управляющие компании. Большой износ инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели выделяют миллионы рублей, а также финансируется ремонт и реконструкция дорог. В ходе общения главы администрации Владислава Сафронова с главой Михаилом Игнатьевым и жителями затронули вопрос ремонта внутридворовых территорий. На сегодняшний день только 25% дворов приведены в соответствие. Было дано поручение властям муниципального образования в течение 5 лет отремонтировать все внутридворовые территории города. Сложная ситуация с разводами. В течение прошлого года зарегистрированы 248 браков и 162 развода. Игнатьев поручил разобраться в ситуации, отделу ЗАГС плотнее работать с семьями. Городом проведена огромная работа по развитию инфраструктуры. Закончено строительство 2 блочно-модульных котельных, что решит вопрос теплоснабжения района ВРЗ. Обеспечены жильем граждане по приоритетным программам переселения из аварийного жилфонда, молодых семей. Выдано свидетельство на строительство и приобретение жилья. Развитие получили образование, здравоохранение, культура, дорожная, социальная сфера, спорт и малый бизнес. Министр финансов республики Светлана Енилина выступила с отчетом о поддержке муниципалитета со стороны республики и федерации. Серьезная работа предстоит по переводу траншев и реализации проектов по программе «Моногород». В обсуждении вопросов активное участие приняли молодые родители, пенсионеры, работники бюджетных сфер. Встреча завершилась награждением президентских стипендиатов и тружеников города Канаша. Олеся Григорьева, Евгений Назаров. Вести недели. Лед «Надежда нашей-2017». Конькобежцы приняли участие в дворовом соревновании. Второй год подряд массовый старт собирает любителей спорта. Конькобежные площадки открылись в микрорайонах БАМ и Восточный. Свои силы смогли оценить более 200 ребят. Конькобежные соревнования проводятся по всей России. Участие принимают дети. В микрорайоне БАМ за призовые места боролись девочки и мальчики 2003-2008 годов рождения. Несмотря на свой юный возраст, дети уверенно держатся на коньках, регулярно посещают катки города. Дворовый спорт является одним из наиболее благоприятных для подрастающего поколения, так как именно во дворе есть именно те возможности, находясь недалеко от дома, жить в единении со спортом, заниматься спортом, развивать активно различные виды дворовой деятельности. Всех приглашаем на наш каток микрорайон БАМ. Приходите, всегда буду рад вас видеть в нашем уютном микрорайоне. Участники получили подарки в виде сувенира с символикой соревнования. Олеся Григорьева, Евгений Назаров. Вести. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.